Что посоветую мамам, которые посвящают всю свою жизнь воспитанию детей, да, домашним делам, вот все в заботе, в семье? Есть одно очень простое правило. Счастливый ребенок может быть только у счастливой мамы. Если мама несчастлива, если мама вся в заботах, в проблемах, то навряд ли она сможет воспитать, да, и вырастить полноценного счастливого ребенка. Поэтому в этом плане счастье мамы первостепенно. Это как вот в аэропорту, да, когда в самолете мы летим, и там вот стюардесса показывает, да, если вдруг вы будете там падать, выпадет маска, и вот рядом сидит ваш ребенок. Кому надо надеть первую маску? Они сначала говорят, сначала надень себе маску, а потом ребенку. Знаете почему? Потому что если мы сначала наденем ребенку маску, а потом мы сами потеряем сознание от того, что не хватает воздуха, мы потеряемся, ребенок растеряется, у него будет паника, стресс, он не будет знать, что сделать. Поэтому сначала ты, мама, себе одень маску, чтобы дышать в этом самолете, да, с пробитым окном, а потом уже, приводив в состояние ребенка, его спасай. Также в семье принцип, да, ты сначала сама стань счастливой. Ну, будь счастливой, живи для себя, будь полноценной мамой, занимайся спортом, йогой, да, ходи там, гуляй в парке, там, танцуй, пой. И тогда ребенок, смотря на тебя, как на маму, он будет это копировать, он будет зеркалить это, и он будет повторять за тобой. Но если мы отказываемся от своей счастливой жизни в пользу детей, говоря, лишь бы у тебя все было, вот тебе деньги, вот тебе кружки, вот тебе вот, да, вот самый лучший телефон и лучшая одежда, а мне это не нужно, мой смысл – это твое счастье, навряд ли мы сделаем его счастливым. Поэтому те мамы, которые уже вот, у которых происходит эмоциональное выгорание, да, которые вот устали от этой каждодневной рутины, мой совет – хотя бы раз в неделю посвятить себе. Пойти в спа, пойти на массаж, пойти с подружками куда-нибудь погулять, пожить немножко для себя. И это нужно не только для тебя, для твоего счастья, но и для счастья твоего ребенка. Счастливый ребенок может быть только у счастливой матери. Именно поэтому мы создали проект «Мама в теме», который помогает понять, какой современный подросток, что с ним происходит, что меняется с ним на уровне физиологии, на уровне психологии, какие у него новые ценности появляются в жизни, что влияет на его мировоззрение, чего он хочет и чего он ждет от родителей, какие у него внутренние мотиваторы, да, что с ним вообще происходит. Потому что многие мамы недоумевают, они не понимают, что ребенок меняется, они думают, что все, они теряют ребенка, теряют контроль, и чтобы не потерять, они пытаются взять все в руки, еще жестче, еще больше прессинга, еще больше контроля, еще больше надзирательства. Но это вызывает еще больше отторжения со стороны ребенка. Ребенок не слушается, он перестает маму слушать, воспринимать как человека, которого можно вообще воспринимать. Поэтому вот мы создаем такие тренинги, и этот уникальный курс «Мама в теме» как раз-таки помогает маме понять современного подростка, понять его пожелания, его проблемы, его там боли, да, и быть другом для него, быть коучем для него. Да, помочь ему справляться с этими проблемами, не давать готовые решения, а помогать ему находить решения внутри себя. Вот